Здравствуйте! В эфире программа «На волне современности». Виктор Гюго сказал: «Театр не есть страна истинного». В нем картонные деревья, полотняные дворцы, тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, румяна на щеках и солнце, выходящее из-под земли. В то же время театр – это страна истинного. На сцене – человеческие сердца, за кулисами – человеческие сердца, в зрительном зале – человеческие сердца. В театре существует две жизни. Одна на сцене, другая за кулисами. О жизни Национального гагаузского театра расскажут его актеры. Театр, он учит людей правильно думать, рассуждать. Театр – это вторая семья. Театр – это возможность поделиться своим мировоззрением. Это воспитание, это нравственность. Театр – это образ жизни. Игра, одним словом. Это идея моего учителя, профессора Диониса Николаевича Танасоглу, чтобы наш народ, в нашем народе был театр. Он всегда говорил, что народ без театра – это мертвый народ, и поэтому гагаузский народ тоже должен иметь свой театр. И в Кишиневском институте искусств были открыты гагаузские группы. Это первая группа создалась в 1988 году, набралась Магутенко, Валерий Магутенко вел эту группу. Вторая группа – это Дионис Николаевич Танасоглу набрал, это где я учился. И третью группу набрал Николай Баракчи, народный артист Молдовы. Он вел третью гагаузскую группу. Эти актеры трех групп должны были быть первыми ласточками в гагаузском театре. Но, к сожалению, союз распался, и все эти планы, то, что должно было открыться с первым выпуском первой гагаузской группы, это все пропало. И я тогда, уже, естественно, переговорив с учителем Денисом Танасоглу, решил, будучи студентом третьего курса, создать в Чедерлунге первый в истории гагаузской культуры самодеятельный гагаузский театр «Умут», «Надежда» в переводе. И вот в 1991 году я создал в Чедерлунге такой вот самодеятельный театр. В этом театре работали чисто на энтузиазме. Это одногруппники мои, это мои друзья, родственники, скажем так. Вот так вот начали именно в Чедерлунге вести эту работу. И в 1997 году был открыт первый единственный в мире гагаузский национальный театр. Тогда был открыт именем Михаила Чакира. Hoş buluştuk. Pahalı pay alıcılar bu büyük istoriya oluşunda açan açılır. Bizim de Gagavuz kulturumuza, bizim de Gagavuz dilimizde milli tiyatromuz. Bilinir hani tiyatrosuz halk o üyeli bir halk. Onun için bizim halkımız savaştı da ölmedi. Açılınca onun tiyatrosu. В 2011 году наш театр был ликвидирован,
В связи с тем тогда руководство очень неправильно сделало. Они решили ликвидировать Гагузский театр и как бы перевести нас в вновь создавшийся Гагуз-концерт. Но нас ликвидировали, а Гагуз-концерт не создали. И мы остались в неуделе, без бюджета, без зарплаты, без статуса театрального, да, театра, без статуса театра и, естественно, без бюджета. И, естественно, были поднимал я вопрос по этому поводу, шума поднимал, если так сказать, пресс-конференции устраивали, естественно, писал письма и в Тюрксой, куда только я не обращался. И в 2013 году нас восстановили, то есть вернули бюджет, вернули статус, но уже под именем Диониса Танасоглу. И вот с 2013 года, с марта месяца по сегодняшний день мы работаем как в Гагузском национальном театре имени Диониса Танасоглу. Самое сложное, наверное, не только в нашем театре, а во всех театрах, это выбор репертуара, выбор пьесы. Почему? Потому что от этого зависит именно развитие театра и сам статус театра. Конечно, выбираем очень досконально, перечитываем много пьес. В основном, конечно, ставим на гагаузском языке, в основном 99%, скажем так. Но есть у нас пьесы, которые переводятся, то есть на русском языке ставим, и этот же спектакль переводим и на гагаузский язык после. Вот как в данное время сейчас мы работаем над пьесой Мольера «Смешные жеманницы». Мы ставим и на русском языке, и на гагаузском. Почему на русском? Потому что с нами работал режиссер с Тирасполя, с Тираспольского театра, Дмитрий Ахмадеев. Он ставил с нами этот спектакль на русском языке, а мы уже сами перевели на гагаузский язык. То есть не сами даже, а, скажем так, сейчас есть программа развития сферы сферы правления гагаузского языка, да, и вот Тодор Занет и многие в этом конкурсе участвовали в переводе именно этой пьесы, многие писатели, и Тодор Занет оказался победителем, и вот мы уже взяли перевод Тодора Занета, и то есть выучили уже текст актеры индивидуально, и вот и на гагаузском языке ставим этот спектакль. Ayvah kaldı mı? Devlet size ünlü bir ekstront yaratacağım. Hani siz şaş beş kalıcınız. Şeytan gibi akıllı! Не bayıldırıcı. Сперва ознакомливаемся с пьесой, после раздаем роли, читка пьесы, после уже начинаем выходить на сцену, мизансценируем отдельные там сцены, после вот это все мизансцены собираем в общий спектакль. Естественно, работают все, и не только актеры, работают и художники, художник-декоратор, который составляется обязательно сценография спектакля, художественное решение спектакля. Сценография, по сценографии мы уже выстраиваем мизансцены. Работают, есть у нас музыкальный звукорежиссер Юрий Татарле, он над
С звуком работает Иван Гергеличи, мастер по свету. Он, естественно, устраивает свет. Тоже это работа. Костюмер, художник-модельер Лидия Ивановна Тадеева. Она уже придумывает костюмы, то есть рисует это все в фантазии, то есть как художника-модельера. И по этим эскизам, рисует эскизы, по этим эскизам шьются костюмы. То есть начиная от режиссера и кончая до последнего технического работника, все мы работаем, чтобы создался этот продукт под названием спектакль. Задавали ли вы себе вопрос, зачем вы в этой профессии, зачем вам это нужно? Если не я, то кто? Надо знать, для чего ты живешь и что ты должен оставить после себя. Ну, если так в жизни, это дом построить, дерево посадить, ребенка воспитать. А кроме этого, еще что-то должно. Вот это театр, вот это и есть. Nerede o? Bozu, dağınık hem tel tepeli, Gloria'nın hem Bred'in ortağı. Nerede o fikirsiz? Ben onu şimdi yeseceğim. Daha yavaş, biz deniz yalnız. Vallahi ben seni şimdi... Bu bizim ortamız Bozo, biz lan deriz. Hayırsızlar, soysuzlar. Sizinle yokça bir iş yapmam. Для продуктивной работы в театре очень важны отношения в коллективе. Какие отношения у вас в коллективе? Ну, как семья. Это семья, естественно, как и в разных семьях бывают разные отношения, разные бывают и, не скажу там конфликтные ситуации, но такие моменты, где надо и кулаком по столу стукнуть, да. Но спасибо, у нас коллектив хороший и, скажем, как мы одна семья. Для актера выход на сцену – это то же самое, что для студента экзамен. Это мандраж, это и давление подскакивает кое-где, как говорится, в нашем возрасте, хотя мы молоды еще. Но это волнительно очень. Очень волнуешься, переживаешь, не запнуться, не забыть. Хотя знаешь, текст бывает так. Выходишь на сцену и ступор. Напрочь все вылетает с головы. Но когда ты начинаешь говорить первые слова, первые свои мизансцены, шаги, все как рукой снимает. И все, и дальше идет прям по маслу. Иногда не сразу роль дается. Иногда вроде режиссер дает тебе задачу. Вот так сыграть. Сначала, естественно, перед тем, как начинать ставить спектакль, мы разбираем этот спектакль, сидя за столом, у кого какая роль, какой характер, как должен сыграть. Иногда не сразу дается, но потом, постепенно, репетируя, мизансценируя, играя на сцене и дома тоже как бы вживляешься в этот образ. Старая ведьма
театр и искренность – это очень даже совместимые вещи, потому что без искренности на сцене, без стопроцентной отдачи ты не передашь тот образ, который возложен на тебя, чтобы ты его сыграл. Поэтому театр и искренность, они идут рука об руку. Ты делаешь свою работу на все 100%, отдаешься, выкладываешься полностью, чтобы передать тот образ, который ты должна сыграть, натурально, естественно, искренне. Вот. И чтобы зритель поверил, как говорил Станиславский, я должен верить. Gidin sana hani okuyasın, büyülersin, o kızı ne beklersin? Büyüye olmaya lazım kız. Hastalansın. Okuyayım onu da o zaman. Hastalansın? Hastalansın yine. Театр все равно учит людей более духовными быть. У нас, к сожалению, да, у нас мало ходят в театр. Очень. У нас самый наш благодарный зритель – это дети. Они нас очень любят, и мы их любим, потому что это самый искренний зритель. И самый строгий. В удовольствие. Играть в детских спектаклях, детские роли, там, зверей по спектаклям, по сказкам. Для взрослых сложнее. Почему? Потому что взрослого не обманешь. Да и ребенка не обманываешь, но легче играть, намного. Детский спектакль, чем взрослый. Что больше нравится играть? Детские. Не зорбана, güneşlik yakar yağmurcukta yağmer ne görerim ben yevcez kıvrak orayı ben gireceğim Меня театр научил быть более уверенной в себе. Это я 100% могу сказать. Научил культуре, научил по-другому смотреть на вещи, по-другому вести себя, по-другому относиться к людям. Мне вообще очень нравится. Театральная жизнь, театр – это все-таки искусство, которое дает возможность людям открыть свой внутренний мир. Те роли, те спектакли, которые играешь, либо смотришь как зритель, наполняют тебя такими эмоциями и позволяют на жизнь смотреть со всеми другими глазами. Потому что то, что происходит на сцене, в кино, в театре, оно дает возможность человеку переоценить свои жизненные позиции, моменты. И, то есть это двигатель жизни, я бы так сказала. На самом деле, выходя на сцену, каждый актер должен вынести только образ своего героя, а самого себя оставить за кулисами. Но это большой профессионализм. Нужна очень глубокая внутренняя линия. Ну, просто покривляться там, просто изобразить кого-то – это одно, а когда ты проживаешь непосредственно и чувствуешь то, что прочувствовал этот герой, ты обязательно донесешь до своего зрителя то, что ты хотел сказать. Или поставить
вопросительный знак, чтобы он дальше думал, как же быть. Zaman hayır olsun pahalı seyrediciler, uşaklar. Ben masalcıyım. Bugün ben size anlatacağım bir masal, hangisinin adı Gogucu Mogucu. Oturun daha yakışıklıca da sesleyin. Вот эта вот борьба роли со своими жизненными позициями, на мой взгляд, имеет очень положительную динамику. То есть каждая роль для актера и лично для себя оставляет большой отпечаток. То есть хочется чему-то научиться у своих героев, в то же время внести какие-то свои, как сказать, жизненные опыты жизни или что, внести на сцену, дабы научить зрителя, либо чему-то научиться у своего героя. Свою профессию я очень люблю за многообразие жизненного этапа. Вот. Не зря Станиславский сказал, что жизнь — это театр, и все мы в ней актеры. Вы знаете, иногда в жизни даже актерская профессия очень помогает. Вот, в каких-то ситуациях ты становишься и учителем, и двигателем каких-то вот идей через актерское мастерство. Ого! Ого! Какого дал я маху? Какого дал я маху? Маху! Я в очи вам глядел без страху. Но сердце мне тайком пленили ваши взоры. Ах, воры! Воры? Воры! 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 Ролей, на самом деле, интересных было много, но если уже конкретно остановиться, самая, возможно, сложная роль была и большая, масштабная. Это в «Малере» я играл там главную роль, и она разносторонняя. Там есть возможность, когда ты играешь сначала такого наивного простачка, а потом уже показываешь зрителю, что эта наивность вся просто показана только для того, чтобы кого-то перехитрить, а на самом деле такой уставший от семейных, не то что семейных даже, а от кризисных моментов человек, который пытается свою семью прокормить, достаток в семье, внести в семью достаток и начинает уже хитрить, и исходя из того, что он был как бы положительным персонажем, он даже немножко где-то становится отрицательным. Вот это действительно интересно об этом рассказать. Не потому что он такой по натуре, а потому что иногда обстоятельства толкают на это. Ya burada inek ısmarladık. Olmalı dediler. Karınız mı? Ama siz yemeğisiniz niye Kamil? Karınızı gördüğünüz birden temizlenmiştiniz. Sana kulağını kızdırırım. Neresi? Soğutmayın beni aslında. Allah'ım. Ben burada yokum. Sen burada yoksun. Hadi. Çok bak sor. Beni yapma. Bir yere yazayım. İyi bana. Sana değil lazım. Otur bir yere. Bırak bunu da var çıkırma. Для зрителя я всегда открыт. Я готов на разные эксперименты в образах. Я готов к тому, но есть все-таки критерии, где я остановлюсь, наверное. Я ловлю себя на мысли, что надо ставить рамки иногда. Потому что зритель должен видеть не только пошлость, там, допустим, или слишком сильную раскрепощенность. Зритель должен понимать грань. И мы должны учить его этому. Когда вот я уехал по стечению обстоятельств на
Я вообще люблю уединяться, по большому счету, чтобы остаться один на один сам собой, поиск не столько образа, именно с поведения человека на те или иные обстоятельства, вот, как бы поступил этот персонаж. Скорее, мне понравилось, вот мы с разными режиссерами сотрудничали, и каждый высказывает свою точку зрения по поводу поиска. И один человек вот мне очень интересную мысль преподал с Азербайджана, Ниджат Казимов. Он сказал, что актер не должен создавать образ, он должен проживать ту или иную ситуацию. И это будет более искренне и правильно для театра. Я считаю, что это так, да. Canım siz benim yanıma girdiniz. Sana sormayınca laf etme. Dişi çocuk. Adın? Adın mı? Miloš. Doğru. Labın? Labın. Su içmez. Bu da doğru. Ne zaman doğdun? 1979 yıldan noyabrının 15'inde. Günlükleri anladım, ayı anlamadım. Gagavuzca söyle. Gagavuzca mı? Петушкин не anladı adama nice. Kasım ayıydı. Я люблю работать, я не усидчивый. Мне сложно оставаться без дела, и мне нравится сам процесс работы. Я иногда ловлю себя на мысли, что мне даже репетиции больше нравятся, чем уже когда сам показ, потому что премьера сдана, и все, дальше уже не всегда получается обкатывать постоянно, а вот именно сам процесс работы, когда ты в поиске, когда вы общаетесь, когда вы что-то создаете, это вот всегда интересно, да. Что самое главное для актера? Поиск, наверное. Не останавливаться. Всегда самообразованием заниматься, читать, слушать, пытаться понять, расти, короче, и уметь донести это до зрителя. Вот есть храм Божий, да, это церковь, а храм искусства – это театр. Вот этот храм искусства у нас должен быть в Гагаузии. Весь мир – театр. Все мы – актеры поневоле. Всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашей игрой. Играйте красиво и оставайтесь с нами на волне современности.